Резкое потепление и обильный дождь со снегом ведут очень к неопределенному прогнозу. Приближается паводок. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Алик Шарафудинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Алик Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я говорю о том, что действительно резкое потепление, ожидаемое, кстати, вот был какой-то прогноз погоды о том, что действительно вот весна так резко нагрянет. У нас за 2 дня до, так скажем, вот этого потепления и прогнозе, что будут выпадать осадки в виде дождя, Башгидромедцентр прислал, так скажем, консультацию, в соответствии с которой мы всю информацию в оперативном порядке довели до жителей, до соответствующих служб, в том числе отправлены были смс-ки. С 11 по 15 число у нас будет потепление на 3-9 градусов выше нормы. Ну, примерно будет температура колебаться от +2 до +7 в районах. Ну и для спасателей это, разумеется, повод для того, чтобы активно начать готовиться к паводку. Я понимаю, что мы уже не раз видели в средствах массовой информации о том, что ведутся взрывные работы. Насколько успешно, какие вообще еще производят работы? Если по порядку, к половодью мы начали готовиться еще, так скажем, после окончания половодья прошлого года. Это берегоукрепительные работы, так скажем, русловыпрямительные, очистка русел рек там, от различных, так скажем, деревьев и так далее, да, чтобы снизить нагрузку на конструкции мостов, ну и так далее. Кроме того, в обязательном порядке у нас, так скажем, определяются участки, возможно, заторные участки. У нас в республике сейчас их 67 определено в 27 муниципальных образованиях. Этим участкам у нас выделяется особый контроль, так как там может, так скажем, и образоваться затор, и вода может резко подняться на даже 1-2 метра в течение часа. Поэтому им уделяется особый контроль, и там мы примерно проводим взрывные работы, чтобы вот эти моменты, так скажем, сгладить и снизить, и максимально предупредить жителей об опасности. Что касается подготовки, у нас проверяются силы и средства, проверяются гидротехнические сооружения, ну и в целом техника смотрится и осматривается. Вот у нас как раз 17 числа на площади Уфа-Арена будет организован, так скажем, смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Это такой большой смотр, куда привлекаются силы и средства, которые могут, так скажем, применяться, в том числе и предприятия, заводы и так далее, для ликвидации возможных опасных ситуаций и связанных с половодьем. Расскажите, вот, в принципе, какое половодье ожидается, насколько сильный паводок? Есть какие-то вот уже прогнозы? Ну вот в связи с потеплением у нас, да, сейчас будет скрываться степные, горные реки, возможно, где-то будет, так скажем, вода идти по поверхности льда. И опять-таки там, где есть уклоны, склоны, вода, снег будет таять естественным путем, да, и будет стекать вниз, так скажем, по наклонной. Соответственно, те населенные пункты и те деревни, которые находятся вблизи русел рек, вблизи водоемов, они могут быть подтоплены талыми водами. Вот что касается прогноза, у нас половодье примерно начинается обычно в первой половине апреля, но конкретный прогноз у нас Башгидромедцентр дает 25 марта. Мы уже, так скажем, на оперативном совещании у главы Республики Башкортостан будем его озвучивать. Уже определились, какие вот есть опасные участки, да, именно населенные пункты, которые вот находятся в зоне риска. Где их можно найти для того, чтобы... наверняка сами местные жители, конечно, понимают, что они находятся в зоне риска, но тем не менее, вот где можно найти эту информацию? Все правильно сказали. Как раз вот люди, которые чаще всего, так скажем, кого подтапливают, да, кто находится вблизи русел рек, они уже знают, как себя, во-первых, вести, и приходит вода по каким-то, возможно, где-то приметам, но Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, как раз таки вот на днях мы составили перечень и проанализировали, так скажем, территории подтоплений за последние 5 лет. Все, что попадает в эти, так скажем, районы, населенные пункты, мы буквально, вот, наверное, сегодня даже опубликуем и сообщим, доведем информацию и через средства массовой информации на своих аккаунтах. Вот. А так у нас вообще определен перечень в Республике Башкортостан, где попадает большое количество населенных пунктов, их более 300. Поэтому как поведет, так скажем, себя погода, как пройдет паводок, вот тут в совокупности мы будем, так скажем, смотреть и уже моделировать ситуацию по факту.
Ну вот если прошлой весной паводок прошел относительно безболезненно, то вот уже попозже, да, летом у нас случился дождевой паводок, да, вот который мы, ну не то что не готовы были, да, как-то прогноз, наверное, нас в этом плане немного подвел, прогноз погоды имею в виду. Вот ничего подобного мы не ожидаем, тем более, что сейчас дожди пошли, резкое потепление, как думаете? Ну, долгосрочный прогноз делать это такое неблагодарное дело, да, но тем не менее, по, так скажем, общим сводкам, да, скорее всего, паводок примерно в таких же нормах пройдет, как и в прошлом году. Может, где-то будет чуть побольше, где-то, может быть, наоборот, чуть поменьше. Но для этого у нас как раз-таки предварительно, как вот сказал уже, да, в начале, были проверены гидротехнические сооружения. У нас 20 числа запланированы снегомерные съемки на 9 крупных водохранилищах республики. И там уже будет тоже делать соответствующий вывод. То есть мы смотрим, в том числе и с применением беспилотной авиации, да, мы сейчас вот как раз ежедневно, еженедельно делаем облеты в разных районах республики, вставляем по канцелярским ортофотопланы, в соответствии с которыми мы моделируем модели на различные уровни подтопления и повышения воды, так скажем, до конкретного дома, до конкретного участка. И, соответственно, принимая меры превентивные, доходим до населения, стучимся в дома и говорим, что, возможно, у вас придет вода, поэтому необходимо подготовить заранее. И опять-таки жители тоже должны подготовить свой участок перед тем, как, так скажем, придет вода. Она скоро уже придет, поэтому здесь необходимо что же делать? В первую очередь подготовить территорию, очистить от снега, возможно, подготовить ливневые стоки, да, чтобы вода просто стекала естественным путем. Ну вот вы сейчас говорите о том, что вы с населением очень тесно общаетесь, какие-то рекомендации даете. Вот что бы вы порекомендовали? Я понимаю, что сейчас вы какие-то меры уже озвучили, но тем не менее, вот что еще нужно сделать для того, чтобы избежать последствий? Это для тех, кто живет именно вот в потенциальной зоне риска. Если вода пришла резко и быстро, то есть вы не успели, так скажем, среагировать, да, своевременно, обязательно эвакуация. То есть у нас, согласно федеральному закону 68 Российской Федерации, у нас эвакуация обязательно, это обязанность жителей, когда есть угроза жизни и здоровью человека. Соответственно, здесь просим проявить максимально, так скажем, понимание и в случае необходимо эвакуироваться. Сейчас можно уже уточнить в администрациях муниципальных образований места отгона, так скажем, скота, крупного, мелкого, куда можно будет их эвакуировать заранее, да, это уточнить. Кроме того, подготовить документы, медикаменты, если, например, есть какие-то хронические заболевания. Все, что есть ценное в подвалах, погребах, на нижних этажах, поднять, постараться наверх, ну и, соответственно, так скажем, подготовить тревожный чемоданчик, чтобы быстро и своевременно эвакуироваться. Кроме того, у нас в республике подготовлены пункты временного размещения, куда жители, если, так скажем, дом попал под затопление, могут переждать непогоду. Какие еще в связи с этим, с весенним паводком ожидаются опасные явления? Может быть, как подготовиться к этому событию, к этому природному явлению? Но паводок у нас может где-то, так скажем, прийти быстро, опять-таки, отталкиваясь от затора, да. Здесь необходимо постоянно мониторить ситуацию. У нас есть такая система гидромониторинга, паводок 2.0 называется, на сайте Госкомитета РБПЧС вы можете посмотреть в онлайн-режиме уровень воды, где картинка, так скажем, обновляется каждые 30 минут. Соответственно, любой житель может зайти, посмотреть, выбрать свой населенный пункт, посмотреть ближайшую реку и посмотреть, как изменяется уровень воды. Это будет хорошей мерой и для реагирования на пришедшую воду. Но есть какой-то вот уже, я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, мы уже говорили с вами об этом, но тем не менее, есть ли какие-то предположения, насколько вообще максимально может подняться вода в реках, которые протекают по Башкортостану? Но на каждой реке свои уровни, то есть есть, это, скажем, критические отметки, да, там, например, на реке Белой в районе монумента Дружбы, там, да, выше 7 метров уже считается критически опасно. На других реках даже, так скажем, маленькая река может подняться, вот как у нас было в том году, да, в Хайбинском районе, достаточно сильно и быстро, опять-таки, где русло реки меняется или извилистое, там вода может подняться быстро. Поэтому здесь вот так... Всех объединить под одну гребенку нельзя, но тем не менее считаем, что в целом она будет в соответствии со средними многолетними значениями. Ну и в целом, какой будет весна?
Будет ли она такой же теплой, или все-таки после этого потепления может вдруг внезапно вернуться зима? Ну, зима, наверное, не вернется уже, но, возможно, где-то будет еще бураны, метель немного, но, опять-таки, потом уже будет также тепло. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, примерно какой все-таки мы паводок ожидаем, потому что каждого это волнует, жизнь каждого зависит от этого, от погоды, от весеннего половодья. Надеюсь, что все пройдет так же ровно, и мы будем, наши спасатели, готовы к тому, чтобы встретить и обезопасить республику. Спасибо. Готово, спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.